Всех приветствую, я Никита Тинче, велопутешественник, путешествую уже много лет по нашей планете Земля. Вот. Проехал на велосипеде, наверное, около 80 тысяч километров, это только в путешествиях. Вот. И сегодня я хочу вам сделать обзор моего велосипеда. Я посмотрел, что делал это около 10 лет назад. Вот. Я сейчас даже специально снял сумки, чтобы показать, что у меня за велосипед такой. Это велосипед GT Transeo. Покупал я его 13 лет назад в Триал-спорте в городе Чебоксары в своем родном. Где-то за 17 тысяч рублей, там по скидке сезонной. Вот, это была довольно хорошая цена за этот велосипед. Естественно, за 13 лет оригинально осталась только рама, все остальное мененное. Осталась только рама, тормозные машинки и подседельный штырь. Все остальное менено, естественно. Ну, не говорю о расходниках, они, естественно, меняются. Вилка мененная, ее я покупал во Вьетнаме. Оригинальная была амортизирующая, сантуровская. Естественно, я ее поменял там спустя пару лет, потому что она уже не работала. Ну и весила довольно много. Там она уже наполнилась водой, и там просто ржавчина была внутри. Она весила просто килограмма 3, наверное, а это весит меньше килограмма, я даже не знаю, сколько она весит. В общем, поменял на ригидную, естественно. Колеса у меня стоят сейчас диаметром 650, вот даже написано на резине, вот здесь 650 Road Plus, то есть такая нестандартный размер. Не 700 и не 26, то есть не 27 и не 26, это между. Насколько я знаю, этот размер специально сделан для того, кто хочет сделать гревел из своего велосипеда, но, например, 700-я резина вот с такой шириной мне уже не влезет, она уже тут впритык. А вот этот размер влезает. Вот поэтому для этого и сделано, кто хочет апгрейдить свой велосипед, но не хочет менять раму под это дело. И честно скажу, из своего опыта, широкая резина, до этого я не ездил на широкой резине. И вот она очень классная. Она добавляет комфорта путешествия, сглаживает все неровности, все кочки, просто обалденно. Вот, потому что до этого у меня были всякие разные резины с шириной примерно 32, там 700 на 32, ну, узенькие. И на них было гораздо жестче. Но, конечно, и у них и накат. У более узких резин у них накат лучше. У этих накат, конечно, не такой хороший, но мне сейчас главное комфорт. Я никуда не спешу, поэтому никаких проблем с этим нет. Вот еще одна немаловажная часть велосипеда для дальних походов – это сидушка. У меня стоит ВТБ, бренд ВТБ Комфорт. Вот, это уже вторая сидушка, которую я покупаю. Сидушка очень в меру мягкая, то есть не сильно жесткая, не сильно мягкая. Меня она, в принципе, устраивает, но, как говорится, все познается в сравнении. Я как бы много слышал про Брукс, но никогда у меня не было этого седла кожаного. Может быть, стоит как-то попробовать сделать чисто для себя сравнение, но пока меня как бы это устраивает. Вот. Может быть, и еще лучше, конечно, я не знаю. Говорю, все познается в сравнении. Я не говорю, что у меня тут стоит самое лучшее. Вообще у меня этот велик максимально, я бы даже сказал, бомжатский. Все где-то из разных мест было куплено. Там вот этот багажник передний, я его тоже во Вьетнаме в процессе путешествия покупал. То есть апгрейдил уже по мере возможности, там, финансовой. И если найдешь какой-нибудь магазин хороший еще, где есть такие вещи, то никаких проблем. Этот багажник совсем свежий. Я, кстати, сейчас нахожусь на Аляске, недалеко от города Фэрбэнкс. Вот. И вот к этому путешествию я купил этот багажник. Другой был, он потерялся, потому что я много лет до этого не путешествовал на велосипеде. Педали у меня полутопталки, полуконтакты. В это путешествие я взял
контактную обувь с собой, но понял, что на топталках удобнее почему-то. Хотя я до этого пропутешествовал всю Азию в своем большом восточном кочевье на контактах. Вот. И почему-то думал, что на контактах прям лучше, но нет. Почему-то сейчас для меня топталки в приоритете. Но это сугубо все индивидуально, как бы кому как удобнее. Сейчас я решил, что топталки для меня удобнее. Так, также у меня по-прежнему стоит передний переключатель, хотя сейчас по моде передние кранксеты, ну так скажем, звезды, они идут с одной звездой, то есть одна передача спереди, без переключателя. Вот. Но я как-то все по старинке делаю, с 3 звездами спереди, вот, и 9 скоростей сзади. И переключатель задний Dior, Shimano Dior. Руль у меня баранка. До этого был прямой руль. Ну, изначально велосипед был с прямым рулем. Потом я приобрел руль-бабочку. Вот он у меня где-то валяется до сих пор. Вот, а я сейчас взял руль такой вот, ну, гревельный, я не знаю, как его назвать. Вполне удобный руль. То есть тоже множество хватов и здесь, и здесь, и здесь, как тебе удобно. И никаких проблем с этим нет. Ну еще важный момент, это то, что протектор сликовый у этой резины. Он не агрессивный, не зубастый. То есть он хорошо также идет по асфальту. Но также и по мягким грунтам он за счет своей ширины отлично идет. Уверенно идет, я бы сказал. Тоже никаких проблем с этим не наблюдаю. То есть от широкой резины у меня одни плюсы. Конечно, если вам нужны гонки, если вам нужна скорость, нужны какие-то показатели, то широкая резина — это минус. Но вот для такого неспешного путешествия широкая резина — это одни плюсы. По поводу шифтеров, у меня вообще все в разнобой. Передний переключатель Alivio, задний переключатель Dior, а шифтеры я покупал с Амазона, самые дешевые, Micro New называется. Самые дешевые пистолеты, которые я нашел. И пользуюсь ими уже больше года, и никаких нареканий, честно говоря, к ним нет. Работают отлично. Ну, мне, опять же, не с чем сравнивать, там, например, с какими-то шимановскими, более дорогими, но работают, свою задачу выполняют, никаких проблем с этим тоже нет. Это я говорю к тому, что для тех, кто хочет путешествовать на велосипеде, начать, на самом деле неважно, какая у вас там навеска, что, вот езжайте, на какой велосипед у вас есть, на таком езжайте. Ну, тут, конечно, все уже зависит от вашего бюджета и сколько вы денег планируете потратить. Просто я вспоминаю себя, как бы я был там бедный студент, так скажем. Ну и сейчас такой же, на самом деле, бедный студент. Вот. И денег много не было, вот. И, ну, было огромное желание путешествовать. Вот. И отправился, по сути, по бомжу, так скажем. Не сильно, вообще со слабым снаряжением. Там палатка была самая простая, спальник был самый простой, я в нем мерз, конечно. Ну ладно, это бывает. Вот. Но если есть сильное желание, а у людей сейчас в наше время, я думаю, очень сильное желание куда-нибудь отправиться, поехать, уехать от этой бытовухи всей, вот от этой жизни, дом, работа. В наше время это очень важно, чтобы не слететь кукухой и путешествовать. Вот, поэтому, надеюсь, это видео может вас как-то вдохновить на то, что путешествие, велопутешествие — это несложно. Какие-то минимальную подготовку к велосипеду и ехать. Даже у меня сейчас крыльев нету. Раньше я все время ездил с крыльями, а сейчас крылья решил не ставить. Ну и в дожди я не попадал, слава богу, пока. Ну, я не собираюсь особо в дожди ехать. Я буду ставить просто палатку, отдыхать в ней. По поводу звезд, передних, задних, я беру самое дешевое, но Shimano. Я считаю, это самое оптимальное вложение денег, без траты, без переплаты там, на более брендированные запчасти, там, скажем, диоровские, еще какие-то. Это все хорошо, конечно, но это нужно, если вам нужны какие-то спортивные показатели, там, скорость, легкость, это да. А для путешествий нужно
кондовое, простое, спокойное, то, что вы можете найти условно на базаре в Таджикистане. Так что вот такой вот обзор моего велосипеда. Вот, спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Сейчас выходит много интересных видео о путешествии на Аляске, а дальше будет больше. Все, всем спасибо, всем пока.